повыше микрофон. Сейчас. Добрий день, шановне панство. Я так думаю, що все, що навіяла оця розповідь, розмова, винен подякувати, поблагодарить организаторов за рассказ биографии Шевченко, за спетые песни, за прочитанные стихи. От себя лично, я, так сказать, обыкновенный гражданин Российской Федерации. И то, что мне вспомнилось, то, что навеяли, но давайте так, по мере поступления проблем, извините, я родился, так сказать, не по уставу, без протокола, живу вольным человеком, думаю вольно, потому не могу никаким событиям подчиняться, хотя я живу в этой, так сказать, среде. Там вот написано 8 марта, потому оно пришло. Говорят, праздник наступил, Новый год. Почему же наступил? Праздники приходят как добрые гости, с подарками, с радостями. Почему наступает? Наступает саранча или еще там что-нибудь, не буду это самое. Я плохо в русском языке разбираюсь, сами заметили, я не русский. Это отличительная черта. Значит, потому я поздравляю тут в основном женское сообщество, всех с Международным женским днем. Желаю здоровья, мирного неба, успехов, любви, всего прекрасного, насколько у женщин хватит фантазии, а фантазии у них богатые, мужчины могут только позавидовать. И, так сказать, небольшое четверостишее от меня женщина. Есть женщины, которых любим, есть те, с которыми грешим, пой, целуем в губы, расставаться не спешим. Но у каждого мужчины импозантная женщина, краса, с которой с чувством, с расстановкой, страстно, не спеша целуется душа. Сегодняшнего дня. Это Тарас Григорьевич Шевченко действительно родился 9 марта, 10-го ушел из жизни спустя 47 лет, как здесь напомнили это совершенно. Но вот сказали, что жизнь его, так сказать, после жизни, она одиозная и каждыми там историками, филологами, социологами переведена, перекроена. Есть какие-то стандарты. Это самые коммунисты считали, что он исключительно, так сказать, хотя не был членом коммунистической партии, исключительно коммунист. Но я думаю, его одиозная фигура в мире много, так сказать, обездоленных людей, независимо это арабы, евреи, украинцы, поляки, это каких они конфессий и вероисповеданий, их чиновники, он выступал против этого, так сказать, чиновничьего беспредела, и, значит, вот потому был переведен на многие языки, и ему во многих странах мира много установлено памятников, и это, понимаете, философия, душа, и то, что известно о людях с древнего мира, и до нынешнего, или с древнего Рима, это и до нынешних времен, это что ни на есть. И вот здесь упоминали это произведение Катерина. Я как-то приехал и рассказал, у Миколи Миколаївича визвало, так сказати, усмішку, але Тарас Григорович Шевченко Катерину писав 20 кілометрах від того місця, де я виріс. То було, так сказати, Полтавський повіт, а зараз це село Василівка Сумської області, 20 кілометрах. І від того дуба, під яким він любив, так сказати, займатися творчеством, писав Катерину, писав живого персонажу, не просто так. Это писал из живого персонажа, и, в общем-то, есть и о ком, и о чем. Это есть в истории. А от того дуба там остался кусочек острова по одной простой причине. Когда я ходил в школу, и у моего брата есть фотографии этого дуба, а у меня только то, что от него осталось. Ну, когда мы были маленькими, туда водили экскурсии со школы, ездили автобусом
Ну и шевченковские дни проводили, и просто так были экскурсии. Так вот, построили каскад прудов, каскад ставків, и вода підійшла під коріння, и дуб пропал. Ну, что теперь это самое, перенесли там погрудье, памятничек такой, бюст в другое место, но помнят и знают Тараса Шевченко. А потом вот это вот его стихотворение, как говорят, заповедь, на русском языке завещание, оно тоже, так сказать, местами перекроено. Ну и еще я должен сказать, что в русском языке перевод, в українській мові переклад. Переложено з одного в інше. А перевод у меня ничего не имеет к русскому языку, никаких претензий. А перевод у меня ассоциируется со словом «портить что-нибудь». И не от того, что это крайне сложно здесь уже прозвучало, вот сделать перевод, зробить переклад, потому что вот выдержать и ритмику, и содержание, а порой не представляется возможным. И потом, когда вот это вот автор написал по-итальянски, на итальянском языке или на французском, оно и должно звучать. Есть французский перевод, но там просто переводится тема. Лес, поле, моря, он, она. И вот эта вот ритмика не выдерживается. Я вот попробую, я вижу, уже пора, да? Мне пора, это еще только вступление. Спасибо. Ну, тогда я попробую, вот насколько мне помнится. Это я не готовился специально пригадати заповіт, який тут не раз. И ще про заповедь сказать одне. Это не довезли его друзья до того места немного, где он просил похоронить. Там есть слова такие, как «гримить гримучий, як реве ревучий». Це 7-й поріг на Дніпрі в районі Запоріжжя, який пішов під воду в зв'язку з будівництвом ГЕС. Так що як реве і лани, і кручі, і було чути, було видно, як реве ревучий. До ревучого трішки не доїхали. Ну і якщо, попробую. Як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на Україні милій. Щоб Дніпро, лани і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. А теперь куплет, которого, как правило, не было в учебниках. Простите меня, но Тарас Шевченко это написал. Як потече кров ворожа у синє море, от тоді я все покину і палину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, вольній, новій не забудьте, спом'янути незлим, тихим словом. Всем спасибо, как помню.